раза в неделю с понедельника по пятницу от речпорта города Якутска отправляется теплоход «Демьян Бедный». Пункт назначения Ленские столбы. Время в пути – 2 суток. Проект «Как это устроено» решил отправиться вместе с туристами и узнать, как и чем живет теплоход во время рейса. Мы заглянем в трюм корабля и поднимемся на капитанскую рубку. И все это вместе с вами. Пассажирский теплоход «Демьян Бедный» работает на речных водах уже 30 лет. В 1985 году он был построен в далекой Австрии. Через год его перегнали к нам в Якутию. И уже здесь, каждую навигацию, начиная с конца мая по середину сентября, он выполняет рейсы главной гордости всей республики – Ленским столбам. Теплоход уровня 3 звезды за лето перевозит свыше 6 тысяч пассажиров. Рейсы выполняются по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути занимает от 1,5 до 2 суток. Длина теплохода составляет 90 метров, ширина – 15. Судно является трехпалубным и вмещает в себя 210 пассажиров и 30 человек персонала. 3 двигателя мощностью 330 киловатт могут развивать скорость в 22 км в час. В целях техники безопасности на борту находится 272 спасательных жилета, 2 шлюпки на 28 человек и моторная лодка на 5 человек. «Демьян Бедный» может разместить 210 человек. На 3 этажах располагается 70 кают. Они включают в себя номера по 2, 3, 4 или даже по 1 человеку. В каждой каюте есть вещи первой необходимости. Это, конечно же, душевая комната и туалет. Проходим чуть дальше. Здесь у нас располагается небольшая прихожая, шкафы, стулья, зеркала. Все как полагается. Ну и, конечно же, самое главное – это кровати. Плюс ко всему здесь есть радио и кондиционер. Ну а если вам станет жарко, то в любую минуту вы можете насладиться свежим воздухом из окна. Плюс к этому на судне имеются 12 полулюксовых номеров и 2 люкса. VIP-каюты отличаются наличием отдельной спальни, холодильника и плазмы. В целом, архитектура всех туристических судоходов схожа. В носовой и кормовой части находятся бары, рестораны, музыкальные салоны, кинотеатры. В средней части – каюты пассажиров. Шлюпочная, главная, солнечная. Твиндек у нас указан здесь, правда? Здесь каюта экипажа. Здесь каюты 4-местные. По 4 человека здесь обычно живет. Их 22 штуки у нас. 4-местные. Самые популярные – это этот коридор, я так да. понимаю, да? Самый всегда заполняемость идет в этом коридоре и в том коридоре, потому что на второй палубе, носовой части, в кормовой части получается, обычно музыка мешает сверху из бара. Очень громко. Вот эти штучки, это раньше были пылесосы. Вот это? Да, раньше вставлялся такой большой шланг. Вот это вот дырочки? Да, вот эти дырочки, это раньше были пылесосы. А можно я открою? Это мне так объясняли. Вот честно, я не умею, у меня еще не было когда-нибудь. Не, она не открывается. Это мне говорил человек, который пригнал сюда теплоход. Ага. А как сейчас вы пылесосите? Обычными пылесосами Керхер. Это у нас 3-я солнечная палуба. Пройдем сначала на солнечную, да, палубу? А они как работают? Автоматическая, вот датчик движения и вот датчик движения. 2 датчика движения. Да. Понятно. Разрисовали в этом году, как бы красоту навели. А у нас моторист один мальчик, художник. И вот на этом борту нарисовали, на следующем он дорисовывает, собирается или либо что. Находится каюта экипажа. Здесь у нас живет аниматор, нет, они как пассажирские идут. Здесь второй помощник капитана. Здесь у нас находится прачка и гладильная для экипажа. На этом же этаже располагается весь рабочий персонал. Всего 30 человек. Живут они вот в таких небольших каютах. Отметим, что большинство работников корабля приезжие из Иркутской и Ростовской областей, Перми, Благовещенска, Москвы. Делается это в целях дисциплины, ведь отсутствие семьи и друзей дает меньше соблазн сбежать на землю. На теплоходе работают 2 кухни. Одна для персонала, другая для туристов. Режим здесь также строгий. Готовка начинается с 5:30 утра и продолжается до 12 ночи. Рядом с кухней располагается самое главное отделение – машинное. Находиться в рабочем машинно-котельном отделении без наушников просто невозможно. Уровень шума здесь превышает нормы в несколько раз.
Машинисты и инженеры вынуждены носить вот такие вот наушники, чтобы просто не оглохнуть. Единственный способ переговорить – это находиться в ЦПУ. Мы находимся в машинном отделении теплохода Демьян Бедный. В данном моменте в ЦПУ идет ходовая вахта. На вахте у нас третий помощник механика, его моторист и я, как старший механик, Александр Владимирович. Мы двигаемся в рейсе Речпорт, Якутская, Ленские столбы. В работе у нас 3 главных двигателя и 1 дизель-генератор, в данный момент средний. При нагрузке в 200 киловатт у нас сейчас идет обеспечение всех пассажиров, салонов, развлекательных центров, которые находятся у нас на судне. Проблем вроде пока никаких не видим, все идет нормально. Теплоход оснащен 3 главными двигателями Volvo Penta по 331 киловатту и приводится в движение 3 винтами. Управление осуществляется с помощью 3 рулей. Теплоход ходит на дистопливе, и затраты здесь колоссальные. За одну навигацию уходит около 300 тонн. Поднимаемся на самую верхнюю палубу и попадаем в святая святых – капитанскую рубку. Именно отсюда управляют кораблем. Вахта здесь идет и днем, и ночью. Декоративные, самоуправление гидравлическое. Для красоты поставлен. Есть у нас авторулевой. Выставляем курс, судно идет само прямо по курсу автоматически, да. Подрулющее устройство есть при подходе к причалу, значит, у нас подрулющее устройство, у нас стоит, переключаем вправо, значит, пароход лагом идет вправо, переключаем влево, лагом влево идет. Управление находится, выносные пульты управления для удобства управления пароходом справа и с левого борта. Управляется рулем и машинами. Остановка подрулющего устройства, если что-то случается, значит, она закрыта у нас крышечка, чтобы случайно не нажать. Здесь у нас управление, тут включается рулевая машина. Это показывает у нас повалку руля, когда идем на автопилоте. Здесь пульт управления машинами. 3 машины у нас. Volvo Penta. 3 машины главных и 3 вспомогательных дизель-генератора. Это управление. Приборы показывают работу машин, обороты двигателя. Здесь вот давление масла и все параметры выведены. Капитан и команда не ходят по земле целыми месяцами. В течение всей навигации они бороздят просторы родной Лены, катая туристов туда и обратно. 220 километров вверх по реке и 220 километров обратно. Тем не менее, водная стихия и романтика гор так и манят. Каждый раз вновь отправиться в рейс, словно в первый раз.